Сегодня мы являемся свидетелями величественного небесного явления, когда божественность проявляется, чтобы сообщить откровение первостепенной важности. Божественное вмешательство призвано наблюдать и предотвращать падение жизни в неминуемую пропасть, судьбой которой кажется смерть. Мы горячо молимся, чтобы получатель этого послания не недооценил серьезность приближающейся ситуации, поскольку риск погрузиться в бездну невозврата угрожает их существованию, грозя поглотить его до наступления вечера. Крайне важно не игнорировать это важное предупреждение. Небесные посланники повышают свой голос, чтобы предупредить о неминуемых опасностях, которые окружат вас в ближайшие часы. Это послание, представленное как одна из последних возможностей спасения на вашем пути, необходимо для сохранения вашей жизни. Если вы решите проигнорировать это предупреждение, вы столкнетесь с близостью значительной потери, и возможность искупления угаснет. Вы попадете на неопределенный путь, попав в лапы отчаяния. Враг, как темная тень, угрожает вторгнуться в ваш дом, порождая беспокойство и будущие проблемы. Крайне важно дистанцироваться от этого хаоса, который стремится внести в вашу жизнь моменты боли, волнения и разочарования. Не стоит недооценивать это послание, поскольку на протяжении всего вашего путешествия вы столкнетесь с трудностями. Бог жаждет вашего счастья и самореализации, но чтобы достичь этого, вам необходимо задуматься о предстоящих обескураживающих новостях и внести фундаментальные изменения в свою жизнь. Ищите Его Слово, чтобы достичь своих самых важных целей и избежать несчастной жизни из-за неправильной компании. Призываем вас подписаться на канал, чтобы рассеять негативные энергии на своем пути. Только так вы сможете избежать ловушек новых злонамеренных структур, которые попытаются спровоцировать вас на старые ошибки. Комментарий 2121, чтобы лишить врага возможности увидеть, как вы снова попадаете в сложную жизнь, полную бесчисленных невзгод. Бог призывает вас поставить Его имя на первое место, поскольку это даст вам силы противостоять предстоящим невзгодам. Не отчаивайтесь в поисках того, что принадлежит вам. В конце концов, вы будете вознаграждены обильными благословениями. Комментарий 8787, чтобы потребовать ежедневной защиты в этом сообщении, дающей вам силы противостоять неопределенности, которая все еще будет преследовать вас. Вы не почувствуете себя одиноким после того, как примете это слово. Ангелы указывают на то, что вы прольете бесчисленные слезы, и если потеряете этого особенного человека, который будет иметь решающее значение в самые важные и сложные моменты вашего путешествия. Враг подстерегает, пытаясь воспользоваться преимуществом, но вы должны сопротивляться. Божественное руководство приведет вас к концу пути, предотвращая его вмешательство. Бог советует вам, начиная с сегодняшнего дня, искать внутреннего мира, освобождаясь от неуверенности и неспособности, вызванных разрушительными силами. Оставайтесь в вере, поскольку это сделает вас целостной личностью, когда вы постигнете Евангелие, которое принесет спасение. Ангелы предупреждают, что есть личности, которые постоянно меняют свой курс вокруг вас, и, возможно, вы даже не осознаете этого.
Эти существа хотят, чтобы вы испытали боль греха, страдания, которые в конце концов только вы сможете полностью понять. По этой причине вам настоятельно рекомендуется освободиться от всего, что вы воспринимаете, и разрушить себя, прежде чем в ближайшие 2 дня произойдет что-то еще более серьезное. Комментарий 7373, чтобы подтвердить наличие чудес и добра в вашей жизни. Бог в своем бесконечном милосердии желает избавить вас от всех этих страданий и превратить вас в человека, который избегает страданий и страданий. В вас признается способность изменить свою жизнь и прожить новый опыт. Просто измените свои фундаментальные концепции, и вы увидите большие сюрпризы на своем пути. Не уходите, цените и не сдавайтесь. Ангелы предупреждают вас, что вам крайне важно искать убежище, поскольку приближается великий кризис, буря желаний, которая грозит потрясти вашу жизнь. Чтобы избежать столкновения с этими невзгодами, вы должны быть готовы к тревожной ситуации, которая становится тревожной. Устойчивость станет вашим руководством, чтобы не вернуться к прошлым дням сильных страданий. Бог ценит ваше духовное здоровье и желает, чтобы вы оставались неуязвимыми для всякого зла и опасностей. Прокомментируйте 1919 год, чтобы подтвердить наличие чудес и добра в вашей жизни, закрыв уши от злых предложений врага. На вашем пути проявятся откровения, которые приведут вас к эпохе великого счастья и удовлетворения. Враг стремится помешать вашим мечтам и целям, превращая вашу любовь в ненависть, а ваше сострадание в раздор. Прощение даже тех, кто причинил вам боль, в конце концов сделает вас особенным и блестящим человеком. Ангелы настаивают на том, чтобы вы не опускали голову, когда кто-то пытается вас унизить, поскольку многие не понимают сути своих действий. Послушайте это послание, чтобы присутствие лукавого не отклонило ваш путь и не лишило вас возможности освободиться от печали, которая попытается потревожить ваше сердце. Важно осознавать, что те, кто вас критикует, хотели бы оказаться на вашем месте, стремясь поставить вас в трудные обстоятельства, чтобы вы страдали. Однако действуйте благоразумно, не из-за эмоций, а с уверенностью, что однажды Бог отыщет всех спасенных. Возможность для жизни приходит с покаянием. Напишите номер 2727, чтобы стать свидетелем Дня радости, общения и благословений. Пусть эта семья станет частью решения мелких проблем, которые пытаются встретиться на вашем пути. Ангелы открывают, что ваши проблемы могут быть решены раз и навсегда, если вы погрузитесь в благодарность за избавление, дарованное Богом. Поставил на вашем пути. Придут великие и могущественные благословения, которые преодолеют милосердие и раздоры, испытанные в прошлые дни. Бог подчеркивает важность вашей духовной жизни, чтобы избежать реальности и стать полноценной личностью. Поиск добра и одновременное освобождение от всего зла приведет вас к жизни с избытком. Завтра, около 6 часов 30 минут утра, ангелы укрепят ваше существо, чтобы противодействовать неминуемому акту зла. Не оставляйте это сообщение, так как кто-то из вашей семьи может оказаться на краю пропасти. Рассматривайте этот выпуск как прекрасную возможность разорвать циклы страданий и страданий в вашей жизни,
позволяя вам жить жизнью с избытком. Бог советует вам иметь ясность в своих решениях, избегая застревания в проблемах и слезах. Прокомментируйте 999, чтобы выйти из тьмы и перейти на новый уровень без угроз. Ангелы хотят спасти вашу жизнь в ближайшие 6 часов от шокирующего события, которое замышляет враг, чтобы вас уничтожить. Возможность для жизни неизбежна, и если вы пожалеете об этом, напишите 2525, чтобы получить большую сумму неожиданных денег, которые повысят ценность вашей жизни. Выздоравливайте и оставляйте обиды и ошибки позади. Бог советует открывать уши только хорошему, открывая новый путь выравнивания. В своем путешествии вы испытаете значительный духовный рост. Ангелы настаивают на том, чтобы не оставлять это послание, поскольку кто-то из вашей семьи может оказаться на краю пропасти. Осмельтесь искать освобождение и примите его, как будто завтрашнего дня не существует. Погрузитесь в это как в прекрасную возможность разорвать круги, которые приносят горе. Стремитесь к жизни в изобилии и учитывайте множество факторов, которые помогут вам обрести прекрасное будущее. Бог советует вам быть ясными в своих решениях, чтобы не застрять в проблемах и слезах. Прокомментируйте 4444, чтобы выйти из тьмы и перейти на новый уровень. Ангелы придут, чтобы укрепить вас, ожидая акта зла. Не отказывайтесь от послания, так как предвидится перепутье, которое может вас погубить. Это послание – великая надежда на вашем пути. Введите 6565, чтобы получить большую сумму неожиданных денег, которые повысят ценность вашей жизни. Восстановитесь и оставьте после себя раны и дни ошибок. Бог советует открывать уши только хорошему, открывая новый путь выравнивания. В своем путешествии вы испытаете значительный духовный рост. Комментарий 2323, чтобы привлечь в свою жизнь многочисленные победы, пусть все те этапы неуверенности, которые вы пережили, исчезнут, даруя вам обильные благословения и новые возможности дохода. Бог призывает вас быть бдительными, предупреждая, что враг пытается проникнуть в вашу семью другим способом, чтобы разрушить счастье, которым вы сейчас обладаете. Эта попытка может быть направлена на человека, которого вы глубоко любите. Если вы не желаете платить цену за потерю этого особенного человека и достоинства своего счастья, вам настоятельно рекомендуется пойти до конца этого освобождения. Надежда заключается в обещании лучших дней. Вас ждет новый путь, полный упорства, где небольшие моменты разочарований не испортят вашу жизнь, а сделают вас сильнее, согласно записям Отца. Ставьте лайк и не уходите. Ангелы создают скопление огромной энергии, пытаясь окружить вас сегодня вечером, чтобы избежать их воздействия. Поделитесь этим сообщением как минимум с 2 людьми. Аминь. Бог бросает вам серьезный вызов в вашей жизни, обещая великое финансовое чудо, и вы преодолеваете то, что представлено сегодня. Это улучшение не только изменит вашу текущую реальность, но и принесет в вашу жизнь добрые плоды, силы и чудеса. Напишите 7171, чтобы обратить вспять все приближающееся зло под божественной защитой,
которое предотвратит боль, и сострадание, которое пытается принести зло. Ангелы настаивают на том, что вы должны сохранять смирение и сострадание к ближним, поскольку это сделает вас великим человеком. Прощение заполнит пустоту в вашем сердце, создав Евангелие, которое в конце дня спасет вас от скал, которые пытаются вас окружить. Бог приносит удачу в вашу жизнь, и финансовая свобода придет, когда вы меньше всего этого ожидаете. Вы преодолеете испытания, которые казались невозможными, а враг попытается притупить ваш блеск и разлучить вас с тем, кого вы любите. Однако, когда вы оглянетесь назад, вас ждет финансовый успех, который добавит на ваш путь прекрасных ощущений. Сегодня Бог проведет очищение в вашей жизни, устранив чувство печали последних дней и указав вам истинный путь к финансовому успеху. Ангелы призывают вас оставить пороки и разрушительные привычки позади, поскольку ваша духовная жизнь имеет решающее значение для сохранения разума, защищенным от жестоких стимулов. Поделитесь этим сообщением, чтобы все зло рухнуло на землю. Комментарий 3838, чтобы получить первые части благословений и быть очень счастливым. Не позволяйте мелким препятствиям мешать вашему будущему, которое и дальше будет прекрасным и финансово успешным. Просто создайте и испытайте каждую его часть. Ангелы указывают, что критика исходит от человека, которого вы очень любили, но советуют вам больше не доверять этому человеку, так как он наносит большой вред в вашей жизни. Уйти от этого, пока не поздно, важно, чтобы избежать негативных последствий. Не позволяйте этому повториться и объявите форт. Бог хочет излить на ваш путь новые благословения и открыть возможности трудоустройства, исключая возможность пережить времена бедствий и нужды. Эти благословения проявятся в виде двойных благословений, озаряющих вашу неделю благодатью Христа. Бог открывает, что завтра ваше сердце наполнится важным событием, которое позволит вам преодолеть бури, с которыми вы недавно столкнулись. Эти испытания подходят к концу, и, создав Евангелие, вы сможете преодолеть любое вмешательство в реализацию ваших величайших мечтаний. Враг всегда ищет способы заставить вас упасть и приготовил ловушку. В вашей жизни вы проходите через великое разделение, но Бог избавит вас от него. Вам нужна божественная поддержка, чтобы справиться с этими ранами и преодолеть искушения, которые могут помешать осуществлению ваших самых заветных мечтаний. Если вы ищете кого-то, кто выслушает вас сегодня, знайте, что Бог готов приветствовать вас. Он любит с вами разговаривать, его искренне интересует все, что вы чувствуете, и Он рад услышать ваши самые сокровенные мысли. В нем у вас есть безопасное убежище, где вы найдете прощение и обновление. Он твой лучший друг. Господь, я понимаю, что Ты слышишь каждую мою молитву. Я чувствую Твою любовь в своем сердце, любовь, превосходящую мое понимание. Всегда смогу успокоить свой разум и прислушаться к Твоему голосу, чтобы мой день стал легче. Я благодарен за все благословения, которые Вы мне дарите. Если вы тоже верите в силу молитвы, скажите «Аминь». Приготовьтесь к волне завоеваний, которая вот-вот придет в вашу жизнь и принесет с собой океан финансового благополучия и любви.
работа вашей мечты уже в пути, а также лучшие финансовые условия и даже собственное жилье. Повторяйте с убеждением: «Я добьюсь успеха финансово, я преуспею умственно, я преуспею духовно, эмоционально и физически». Напишите: «Я восторжествую во имя Иисуса». Дорогой друг, на протяжении всей жизни ты заметишь, что некоторые люди уходят. Это естественно, и иногда важно позволить этому случиться. Иногда путь, который привел вас сюда, просто больше не тот путь, по которому вам нужно идти. Когда вы увидите эту эволюцию, постарайтесь не сопротивляться. Это означает, что вы вышли на новый уровень в своей жизни и больше не нуждаетесь в присутствии, либо за вашим прогрессом просто не могут следить. Примите это с пониманием, пусть будет так. Знаешь, иногда Бог нас направляет. Оно шло по путям, о которых мы даже не подозревали, но которые необходимы, чтобы привести нас к тому, к чему мы всегда стремились. Очень важно доверять этому божественному плану, потому что именно Господь сдерживает свои обещания и творит истинные чудеса и готов. Он готов принять грядущее благословение. Предсказывайте, что это ваш сезон, ваше время ярко сиять. Напишите: «Я верю в это, сэр». Помните сильные слова Исаии 55:11, которые учат нас, что Слово Божие никогда не возвращается тщетным, а оно всегда выполняет свою цель. Пусть это послание тронет ваше сердце и примите надежду, которую оно приносит. Вы собираетесь стать свидетелем чего-то необычного в своей жизни. Мне нужно со всей любовью сказать тебе, что я люблю тебя, Иисус. Происходит нечто примечательное. Бог раскрывает скрытых врагов, и у Него есть в этом особая цель. Пришло время очистить нашу жизнь и удалить все зло. Бог шепчет в наших сердцах, подтверждая, что мы на правильном пути. Двигайтесь вперед в этом путешествии, однако имейте в виду, что ваши враги могут вам завидовать, поскольку они не хотят, чтобы вы росли и процветали. Но слушай внимательно, друг мой, ты не одинок в этой битве. Бог на вашей стороне, сражаясь за вас в невидимых битвах. Он здесь, несущий справедливость и защиту с каждым вашим шагом. Даже среди невзгод помни, что любовь Божия гораздо больше любой зависти и зла. Он любит тебя безоговорочно. Не позволяйте атакам ваших врагов поколебать вашу веру. Оставайтесь сильными и идите по пути, который приготовил для вас Бог. Напишите благодарность за вашу безусловную любовь. Доверьтесь силе Бога и осознайте, что Он готовит что-то великое в вашей жизни. Иногда в этом мире люди могут попытаться причинить вам вред, и вы можете столкнуться с трудностями. Однако не теряйте надежды, ведь я все это преодолел. Я хочу с полной уверенностью заверить вас, что тот же Бог, который повел вас так далеко, поведет вас еще дальше. Позвольте Богу подняться в вашей жизни, и все ваши враги рассеются. Позвольте Богу вознестись, и божественные благословения потекут в изобилии. Напечатайте в своем сердце: «Бог мой защитник». Я понимаю, что иногда это может показаться пугающим, но не позволяйте страху доминировать в вашем путешествии. Сохраняйте мужество, потому что сила Божья на вашей стороне.
Он – твое убежище, твоя несокрушимая сила, даже когда все кажется невозможным. Поверьте, что Он все контролирует. Позвольте присутствию Бога наполнить каждый аспект вашей жизни и почувствуйте мир, который может принести только Он. Введите 5656, чтобы открыть двери для новой возможности, которая может привести к работе вашей мечты. Наши духовные наставники выражают обеспокоенность тем, что вы можете оставить это сообщение и столкнуться с препятствиями, которых можно было бы избежать. У Бога есть для вас особое послание, но очень важно, чтобы вы держали свои планы в секрете, чтобы враг не использовал их против вас. Бог открывает, что ваше будущее может быть невероятно многообещающим, если вы сохраните веру в миссии, которые Он приготовил для вас. Ничто не должно мешать осуществлению вашей мечты. Напишите на номер 5858, чтобы подтвердить, что это сообщение заполнило пустоту, которая, возможно, существовала в вашем сердце. Это также может вдохновить других людей поверить в Бога и свой собственный путь. Нашим духовным наставникам было видение, в котором кто-то был глубоко огорчен, и важно идентифицировать этого человека, который мог быть рядом с вами. У Бога есть много возможностей предложить вам в вашей жизни преодоление временных иллюзий, созданных врагом. Божественная милость уже спасла вас от бесчисленных трудных ситуаций. Поддержание контакта с Богом через наши послания – это освобождение вас от потенциально опасных обстоятельств. Наши духовные наставники предупреждают, что вот-вот произойдет что-то важное, но вы должны защищать свои цели и задачи, избегая делиться ими, поскольку преждевременное разоблачение может затуманить ручки. Бог утверждает, что в октябре вы обретите облегчение и испытаете различные победы, укрепляя вашу решимость в достижении своей мечты. Позаботьтесь о своей семье и сохраните дружбу, которую вы разделяете с ними, чтобы ваша поездка всегда сопровождалась энергией и хорошим здоровьем. Наши духовные наставники подчеркивают, что надежда, которая живет в вашей душе благодаря вашему таланту, нуждается только в руководстве. Сегодняшнее послание указывает на это направление. Помните, что Бог всегда будет вашим прибежищем в трудную минуту. Это послание является напоминанием о том, что вы не одиноки и что божественная свобода находится в пределах вашей досягаемости. Комментарий 1545, чтобы отогнать зависть и завистливые взгляды, которые могут сосредоточить внимание на ваших достижениях. Наши духовные наставники советуют, что есть выбор, оставлять это сообщение или нет, но знайте, что это решение может повлиять на ваш путь. Враг может попытаться сбить вас с пути, но очень важно услышать полное послание и выразить свою поддержку. Бог пришел спасти вас сегодня, но также важно, чтобы вы верили в себя, укрепляли себя как воин и сохраняли божественную благодать как своего союзника. У Бога есть важная история, которой Он хочет поделиться, и важно, чтобы вы понимали все детали, чтобы не упустить возможность достичь процветания. Убедитесь, что стоит дочитать это сообщение до конца, поскольку вас ждут захватывающие и меняющие жизнь новости.
Напишите 4435, чтобы убедиться, что послание заполнило все пробелы в вашем сердце и божественная любовь теперь вливается в вашу душу. Ангелы предупреждают, что будут дни, когда вам захочется отказаться от жизни. Но именно в такие моменты Бог решит благословить самых сильных. Они также подчеркивают, что вы должны продолжать двигаться вперед, какие бы обстоятельства ни пытались вас остановить, поскольку сегодня вы будете благословлены, если выразите свою поддержку. Бог открывает, что на вашем пути откроется множество дверей, и вы достигнете всех целей, которые раньше казались недостижимыми. Бог поможет вам преодолеть все ваши зависимости, поскольку для вас приготовлен лучший путь. Со временем ты научишься говорить «Аминь, сын мой». Враг хочет разрушить вашу семью из-за кризиса, но это послание пришло, чтобы спасти и благословить вас. Бог говорит, что Он все равно будет говорить с вами о женщине, которая использует ваше имя, когда его нет рядом. Вы должны быть проинформированы. Ангелы приближаются к вам за энергией, которая попытается привлечь ваше внимание. Вам очень нужна милость Отца. Напишите 8585, чтобы подтвердить, что все благословения будут умножены, а тревога и боль в вашем сердце исчезнут. Мой дорогой сын, в твоем путешествии начинается новая глава, где в ближайшие дни начнут появляться многие осознания, если ты дойдешь до конца. Ангелы сообщают, что даже посреди тьмы наступит момент вашего триумфа. Просто доверьтесь тому, что говорит Бог, и не нужно лить слезы. Бог изменит ваш путь, но прежде чем все изменения будут произведены, некоторые люди будут идентифицированы. Вилки. Крайне важно держаться от них подальше. Ангелы спасут вас сегодня из великой ловушки, и с этого момента вы станете свидетелем великих чудес. Сохраните вашу веру. Напишите мне сейчас 5353, чтобы подтвердить, что все ваши мечты сбудутся и ничто вас не остановит, потому что вы – обещание Отца. Бог предупреждает, что враг полон решимости разрушить ваши мечты, но если вы продолжите прислушиваться к каждому сообщению, ничто не сможет вас поколебать. Кто-то хочет воспользоваться вашей добротой и устроить ловушку. Вот почему так важно дойти до конца этого сообщения. Бог обеспечит вашу жизнь, и реализация вашей мечты очень близка к осуществлению. Вам просто нужно сохранять твердую веру и не сдаваться. Господь поддержит вас. Ангелы стремятся помочь вам прожить здоровую жизнь, но сначала вы должны отказаться от всех своих пороков. Тогда все благословения будут дарованы. Напишите 7171, чтобы попросить о неожиданном благословении, которое принесет в ближайшие недели новый источник дохода. Бог никогда не подведет вас, но часто вы предпочитаете идти по пути греха. Каждый день – это возможность измениться, сынок. Ваше финансовое положение будет продолжать приносить свои плоды, и вам просто нужно воспользоваться этим моментом, чтобы идти рука об руку с Богом. Бог будет направлять весь ваш прогресс, и они будут следовать один за другим. Однако прежде чем ваша жизнь станет по-настоящему благословенной,
Я хочу тронуть твое сердце здесь и сейчас. Прямо сейчас вы уже чувствуете, что к вам есть безмерная любовь, даже если вы не хотите ее получать. Я так сильно люблю тебя, что не позволю тебе быть далеко от меня. Итак, примите эту новую жизнь без одиночества, без страха, окруженную моей лаской, плывущую по океану счастья, пока моя любовь направляет ваши парусы к гавани, где вы получите венец победы. Там вы будете благословлены вечной радостью, процветанием и священными богатствами, которые не сможет украсть ни один вор. Если вы хотите, чтобы ваша жизнь изменилась, вам придется отбросить все сомнения. Враг атакует твой разум сомнениями, потому что он не хочет, чтобы ты узнал меня больше, увидел сам, как исполняются все мои обещания. Желаю вашей простой веры, смирения в сердце, без упования на собственное благоразумие. Принесите мне свои планы в начале дня и позвольте мне быть вашим пастырем, ведущим вас к зеленым пастбищам, где ваша душа наконец сможет увидеть благословения, о которых я так много говорил. Если вы принимаете эти благословения в своей жизни охотно и с открытым сердцем, покажите мне это в комментариях, написав «Получаю, Господи». В этом месте царит мое присутствие, нет места тревоги. Сердце твое живет спокойно, и ни трудные дни, ни плохие новости не смогут потревожить тебя. С нетерпением жду того дня, когда ты узнаешь меня лучше, когда ты получишь мою всепрощающую и гостеприимную любовь. Я люблю тебя таким, какой ты есть, безоговорочно. Эта сладкая любовь изменит ваш характер. Вы станете другим и больше не будете просыпаться в страхе перед тем, что может случиться. Ты не слабый, ты сильный. Ты не трус, ты смелый. Вы не рабы разочарования, ибо я дал вам дух любви и силы. Эти нестабильные эмоции, которые возникают и исчезают, подчинятся моей власти. Вместо тревоги и страха моя сила наполнит твою грудь. Готово. Сегодня вы получаете свободу и понимаете, кто вы есть на самом деле. Не бойтесь, не отчаивайтесь. Ваша помощь и облегчение приходят с небес в тот момент, когда они вам нужны, в идеальное для меня время. Вы увидите, что доверие ко мне принесет много благословений и чудесных плодов. Вы вступаете в период радости и восторга. Здравствуйте, я здесь сегодня, чтобы сказать вам, что я с вами, забочусь о вас и ваших близких. Я отдал приказ следить за тем, чтобы ничто не мешало вашему путешествию. Я понимаю ваше беспокойство и знаю, что вы правы. Вы человек, и ваши враги грозны. Но еще более могущественным является этот любящий и верный Бог, обитающий в вашем сердце. Подними это бремя на мои ноги сейчас, и я превращу твои заботы в великие благословения своими обещаниями и своей силой. Как я уже говорил, не забывайте об этом. Я был, есть и буду с тобой сквозь века. Я никогда тебя не оставлю. Ты должен быть сильным, помни, что ты очень храбрый. Воспользуйтесь всеми дарами и оружием, которые я вам дал, чтобы завоевать землю вокруг вас. Вы преодолеете испытания, разрушите возникающие препятствия и устраните любую угрозу из своего дома.
Благодаря вашему послушанию моим обещаниям я вижу ваше сердце, вашу борьбу и ваше желание очистить свой дом и душу от греха и тьмы. Услышь мои слова, ибо я всегда с тобой, направляю и люблю тебя. Встань, мой дорогой сын, моя дорогая дочь, и скажи слово мое с верой. Разорвите цепи, связывающие тех, кого вы любите. Ваша вера дает вам возможность противостоять невидимым духовным силам, которые остаются в тени. Знайте, сын мой и дочь, что, когда вы твердо стоите передо мной, эти злые силы трепещут и бегут от вас. Но будьте осторожны, потому что, если вами овладевают страх и сомнения, и если вы жалуетесь и затаиваете обиду, когда жизнь испытывает вас, эти силы могут воспользоваться случаем, чтобы мучить вас. Тем не менее, не отчаивайтесь. Берегите свое сердце, наполняйте свой разум моим святым словом и сохраняйте свою веру, что бы ни случилось. Продолжай верить. Никогда не позволяйте сомнению и жалобам слетать с ваших уст. Ибо моя божественная любовь окружает и ласкает тебя даже в минуты слабости и неудач. Оставайся твердым в своей вере, ибо мое прощение всегда доступно тебе. Ни один враг не сможет одолеть тебя, пока ты живешь под моей защитой. Слушайте, поймите и учитесь, ибо я ваш Бог, ваш Спаситель, прощающий ваши преступления. Я тот, кто спасает тебя из глубины и вкладывает слова хвалы в твои уста. Я настоящий, и когда ты встаешь на колени, происходят чудеса. Я поддержу тебя посреди жизненных бурь. Даже когда кажется, что мир ополчился против тебя, ты найдешь утешение, а моя любовь защищена от всякого вреда. Если ты благодарен мне за любовь, которую я испытываю к тебе, пожалуйста, сын мой, дочь моя, прояви свою благодарность в комментариях, написав искренне «Спасибо тебе за все, Господи». Не позволяйте отчаянию охватить вас. Если ты в тоске, если не можешь продолжать, держись крепко за меня. Не сосредотачивайся на нападках других, а держись за меня, потому что в этой вселенной никто не любит тебя так сильно, как я. Когда ложные друзья и семья предают вас, помните об этом. Поднимите вас выше своей семьи, и наступит день, когда они пожалеют о своих ошибках. Будьте прощающими, как я, и предлагайте им любовь, защищая свое сердце от дальнейшей боли. Так доверь мне свое сердце, и я сохраню его. Никакого вреда вам не будет, потому что это день вашего восстания. Смотрите с верой в будущее, ведь вас и вашу семью ждут благословения. Но я прошу вашей приверженности. Ищи меня, подчиняйся и позволь мне действовать через тебя. Позвольте мне использовать ваши слова, чтобы поделиться своим словом, и вашими руками, чтобы исцелить и освободить угнетенных. Ваша вера – это средство свершения сверхъестественных чудес в вашей жизни. Я исполню любую хорошую, чистую и воодушевляющую просьбу. Сегодня мы возобновляем наш договор, и вы решаете служить мне и верить в меня. Я люблю тебя, и через тебя я буду творить чудеса. Подписав мою жертву и воскресение, теперь подтвердите себя с преданностью и любовью. Благодаря вашему смирению и непоколебимой вере вы преодолеете невзгоды.
Ты мой воин, полностью преданный мне, и я тебя не подведу. Ваше прошлое не определяет ваше будущее. Даже когда мир вокруг тебя, кажется, рушится, ты поверил в меня и нашел убежище в моих объятиях, в моем присутствии. Вы всегда найдете безопасность. Верьте в силу моей крови, которая очистит и простит вас. Примите эту истину всем своим сердцем, широко откройте глаза, потому что скоро я совершу мощное и впечатляющее чудо в вашей жизни. Знай, что я тебя простил, не вини себя за прошлые грехи. Моя кровь очистила твое сердце и обновила его. Ваш разум обновляется. Наполнитесь моим священным словом. И пусть ваши слова будут полны жизни и ободрения каждый день. Размышляйте о моих обещаниях и моих заповедях. Не возвращайтесь в тени смерти, ибо ваше будущее не зависит от случая. Ты в моих руках, под защитным покровом моих крыльев. Даже когда ты столкнешься с трудностями, я защищу тебя. Ваш разум силен и станет еще сильнее, когда вы впитаете эти слова. Держитесь подальше от тех, кто ранит вас словами и действиями, кто огорчает ваш дух. Не возвращайтесь к местам и дружбе, которые сбивают вас с пути. Я не хочу, чтобы твой дух остыл. Желаю вам будущего жизни, мира и благословений, свободного от печали и депрессии. Если ты будешь ставить меня превыше всего, если сделаешь меня королем своего сердца, я буду заботиться о тебе с любовью. Я буду проявлять к тебе привязанность каждый день, независимо от того, что говорят другие. Сегодня ваши невзгоды закончатся, и ваша буря подойдет к концу. Для меня нет ничего невозможного, и моя любовь не знает границ. Наступил новый день, и отныне вы будете получать только благословения и возможности. Открытые двери, прекрасная дружба и божественное процветание. Вы освободитесь от финансового бремени. Я обильно благословлю ваши молитвы, вашу работу, ваши усилия и все, что у вас есть. Мое слово имеет ценность. Когда я даю обещание, я гарантирую, что оно будет выполнено. Я с тобой и всегда буду. Какой бы сложной ни казалась ситуация, я тот, кто защищает и утешает вас, когда вам это нужно больше всего. Я буду вести тебя и вести тебя по пути праведности, и ничто больше не смутит твой разум. Я всегда буду посреди твоих мыслей, наполняя тебя прекрасным и вечным спокойствием. Ваше сердце переполнится радостью, и вы сможете ощутить красоту жизни. Я дам тебе повод смеяться, и те боли, которые заставляли тебя плакать, закончатся. Я никогда не перестану благословлять тебя. Моя любовь к тебе безусловна, и вот я здесь. Просите меня о добрых и святых вещах, которых вы желаете. Расскажите мне о своих нуждах, и я отвечу на ваши молитвы аплодисментами. Благословлю вас в комментариях, написав «Я готова, Господи». Ничто и никто в этом мире не сможет дать вам такой прекрасный покой, как тот, который могу обеспечить я. Я внимательно выслушал ваши просьбы и похвалы. Я также услышал ваши жалобы и оправдания в ваших молитвах. Но позвольте мне сказать вам, вы трогаете меня,
когда говорите спасибо посреди своих проблем. Вы прошли через многое и попросили бороться с этим процессом, который причинял вам столько боли и мешал спать. Стремитесь укрепить свою веру, и я чувствую удовлетворение, когда вы поднимаете руки среди своих сражений, чтобы сказать мне: «Отец, я люблю тебя, спасибо тебе за все. Ты знаешь, что делаешь, даже если я не понимаю. Я знаю, что все содействует ко благу, и доверяю тебе. Я глубоко тронут, когда слезы текут по твоему лицу, потому что я знаю, что ты говоришь правду. Вы всем сердцем поверили, что я обеспечу ваши нужды. Я чувствую вашу благодарность и искренность. Не сдавайся. Ваш успех не за горами. Вы увидите, как цветут засушливые долины, а ресурсы, которые, как вы считали, были истощены, снова активизируются и вернутся к вам в большем количестве, чем когда-либо. Вы знаете, как действует враг. Не позволяйте их лжи обмануть вас. Независимо от того, что вы чувствуете, я буду продолжать благословлять вас. Вы будете жить уверенно и безопасно. Я знаю, ты это понимаешь, ты видел это раньше. Так что не забывайте эти слова, и у вас появятся силы победить своих врагов. Вы увидите, что они в страхе убегут, когда увидят, что я действую через вас. Вы в правильном стаде. Не сбивайтесь с пути и не перепрыгивайте с места на место. Оставайтесь под этой нерушимой защитой, которую я предлагаю. Не отвергайте мою поправку. Слушайте мои сообщения и уделите мне все свое внимание. Не позволяйте гордости наполнить ваше сердце. Я хочу, чтобы ты был скромным и простым, как я. Пришло время встать и оставить ошибки прошлого позади, не теряя веры. Перестаньте смотреть вниз. Поднимите свое лицо и наслаждайтесь тем хорошим, что произойдет, потому что я, ваш Небесный Отец, решил получить мою благосклонность. Ты знаешь, что в моем присутствии ты обретаешь покой и силы. Вы внимательно выслушали мои обещания. Итак, если вы действительно верите в них, покажите это, встав и столкнувшись с любой проблемой с решимостью и верой. Я твой Бог, Создатель всего, что ты видишь. Я знаю, что делаю, и направляю вас моим Святым Духом, вдохновляя вас светом моего слова. Я благословлю место, где вы живете, и пошлю дождь благословений, чтобы вы и ваша семья могли пожинать плоды своих усилий. В мое идеальное время, если вы слышите эти слова, понимаете их, преклоните колени с благоговением, ибо место и момент, в котором вы находитесь, святы. Я хочу творить сверхъестественные чудеса в вашей жизни, но мне нужна ваша вера, преданность делу и преданность. Это знак моей любви, потому что ты просил об этом. Эти два слова – мой сигнал «Я люблю тебя». Если я не бросил тебя вчера, я не брошу тебя и сегодня. Я всегда был с тобой в твои хорошие и плохие дни, в минуты радости и горя. Я никогда не отвергал тебя и не забывал тебя. Ты. Продолжайте. Если вы чувствуете, что ваша вера ослабевает, провозгласите вслух обещания, которые я дал вам. Воздайте славу моему имени в эти моменты, напоминая себе о моем славном присутствии,
которое никогда не оставит вас и не покинет вас. А вообще, сделайте это прямо сейчас и оставьте в комментариях громкое «Слава Богу». Пусть те, кто причиняет вам неприятности, знают, что я с вами каждый день до конца. Зависит от меня. Держись моей благодати. Не думайте о том, заслуживаете ли вы всех этих благ. Если ты веришь в меня, прими это благословение, которое я тебе даю. Когда вы получите его в свои руки, он умножится на великие дары и дары. Наконец, у вас будет то, что вам нужно, чтобы благословить свою семью и поделиться с нуждающимися. У вас будет изобилие хлеба, здоровья, сил и мира, но вам нужно использовать свою веру и прийти и получить эти благословения. Больше не сомневайся. Не пятись назад и не прячься от моего присутствия во тьме. Я говорю с вами, потому что хочу, чтобы вы пришли, и хочу ответить на вашу молитву. Снятие проклятий и болезней с вас и вашей семьи. Я не пытаюсь что-то отобрать у вас, но если я это и делаю, то потому, что собираюсь дать вам еще лучшие вещи. Вы вступаете в важный и решающий момент. Ты так изменился. Ты уже не тот, что вчера. Вы готовы принимать решения уверенно. Не ищите мнения тех, кто думает только негативно. Не пытайтесь угодить тому, кто не хочет, чтобы вы были благословлены. Когда они объявят о шагах, которые вы собираетесь предпринять, они попытаются обескуражить вас и заставить вернуться туда, где вы потерпели поражение. Но так не будет, ведь я с тобой. Ты пойдешь не останавливаясь, и когда придет время, двери откроются твоей верой, и я войду с тобой. Они услышат обо всех проблемах, которые заставили вас колебаться. Я передам в ваши руки чудесные благословения, но я хочу, чтобы вы заботились о них, использовали их мудро, чтобы они умножались и становились благословениями более великого Б. Когда придет время, вы и ваша семья сделаете гигантские шаги к лучшему. Земля и будущее. Поощряйте своих детей в их образовании, мотивируйте их иметь большие мечты. Они также могут послужить мне во многих отношениях своими талантами и интеллектом, преобразовывая семьи и целые нации. В вашем доме растут герои и лидеры завтрашнего дня. До моего второго пришествия они будут широко использоваться в качестве инструментов моего слова. Но это может произойти только в том случае, если вы будете почтить меня в своем доме, и ваши дети увидят это. Пусть ваше поведение и образ жизни будут свидетельствовать о вашей вере. Никогда не позволяйте гневу одолеть вас. Я могу превратить скалы и камни в нежное сердце. Те, кто раньше громко кричал, теперь будут смеяться, как дети. Я положу горящие угли на уста тех, кто оскорблял тебя словами. Отныне они будут говорить сладкие фразы, как мед. Я могу изменить тебя, чтобы твоя семья знала, что моя сила реальна. Даже если мир нападет на них из-за их веры, даже если они скажут, что меня не существует и что я ничего не могу сделать для вас, поверьте мне теперь, что моя слава проявится в вашем доме. Твои соседи увидят мое сияние ночью, а ангелы будут сиять в каждом уголке твоего дома.
Люди будут удивлены сверхъестественными и чудесными событиями, которые произойдут в вашем доме. Многие придут, и вы возложите на них руки в ответ на свою молитву. Я лично исцелю больных, решу их проблемы и залечу их раны. В вашей семье начинается чудесное духовное возрождение. Вы находитесь в последних днях, и многие заявляют об этом. Они хотят знать тайны моего пришествия, но в сердце своем не ищут меня. Я открою свою любовь только тем, кто верит в меня искренне и честно, кто не боится отдать свою душу, поверить моему слову и отдать свою жизнь за это послание и за любовь других. Это мощное слово, которое я сею в вас сейчас. Обратить особое внимание. Где вы это слушаете и храните в своем сердце? День и час встаньте и посмотрите на горизонт, насколько хватает глаз. Я использую твою жизнь, чтобы принести свою славу в эти далекие страны. На чужой земле вы услышите языки, на которых не говорите, но я прикоснусь к вам, и мой Святой Дух проявит себя через вашу семью и вас. Начинается духовная революция. Если вы хотите, чтобы другие получили благословение, попавшие в ваши руки, вы можете поделиться этим посланием с людьми, которых вы любите и которым я нужен. Присоединяйтесь к моей армии хороших новостей и давайте продолжим благословлять жизни. Аминь, благословенный сын, благословенная дочь. Наступил самый важный момент этого видео, момент объединения в молитве. Однако, прежде чем мы произнесем сегодняшнюю мощную молитву, я хотел бы сказать, что искренне надеюсь, что это послание найдет отклик у вас и послужит маяком, указывающим путь к просветлению и самореализации. Помня, что вы находитесь под вечным надзором и защитой Всевышнего. Моя мудрость и провидение являются якорями вашего существования, и осознание этого освобождает вас от цепей тревог, позволяя вам плыть по водам жизни с непоколебимой верой и безмятежным сердцем. Принимайте каждый вызов и возможность с распростертыми объятиями и уверенной душой, зная, что каждый шаг – это танец в божественной хореографии существования. Пусть ваше путешествие будет постоянно развивающимся исполнением моей божественной благодати и цели, озаряющим мир сиянием вашей веры и моей непоколебимой любви, которая будет отражаться в вас. Аминь. Теперь, мой дорогой сын, моя дорогая дочь, присоединяйтесь ко мне в мощной молитве, в которой я буду вашим проводником. Очень важно, чтобы вы повторяли со мной все слова, вслух или в сердце, с глубокой преданностью и верой. Давайте помолимся. А Боже, Создатель всего сущего, в этот момент я присоединяюсь к Тебе в молитве, Небесный Отец. Услышь слова моего сердца, которые ищут Твоего присутствия, Твоей мудрости и Твоей благодати. Перед Тобой я признаю величие Твоей любви, превосходящей всякое человеческое понимание. Вы — свет, который направляет шаги тех, кто доверяет Вам. Милосердный Отец, я благодарю Тебя за послание любви и сострадания, переданное через священное слово, которыми пронизаны эти моменты размышлений. Ваши наставления — маяки среди жизненных бурь, направляющие нас в выборе и решениях. Сообщение о том, что мы не одиноки, что ваше присутствие постоянно, является бальзамом для обеспокоенной души.
Сегодня я возношу свое сердце в поклонение, признавая Твой суверенитет над всем сущим. Пусть моя жизнь будет отражением Твоего света, маяком, освещающим путь затерянным во тьме. Укрепи меня, Господь, чтобы я мог противостоять искушениям и отвлекающим факторам, которые грозят отнять меня от Твоей любви. Во времена, когда мир соблазняет нас эфемерными путями и мимолетными удовольствиями, я прошу Вашего руководства, чтобы не поддаться этим иллюзиям. Пусть я не позволю себе быть унесенным течениями, которые уводят меня от Твоей любви, но пусть я останусь твердым, закрепленным в Твоей вечной истине. Избавь меня от обманчивые искушения, обещающие временное счастье, но на самом деле ведущие к духовной погибели. Небесный Отец, я понимаю, что век, в котором я живу, отмечен многогранными испытаниями и искушениями. Я наблюдаю, как многие теряются в мирских желаниях, следуя тенденциям и практикам, которые только создают страдания. В эти минуты протеста я прошу Вашего руководства, чтобы не позволить мне пойти по пути, который, несмотря на свою привлекательность на первый взгляд, ведет к духовному падению. Размышляя над Вашими словами, я понимаю, как важно не только удаляться от зла, но и оказывать положительное влияние на окружающих. Пусть Твоя истина, которую я храню в своем сердце, будет светом, рассеивающим тьму невежества и обмана. Дайте мне возможность поделиться Вашей любовью и истиной с теми, кто встречается на моем пути, чтобы я мог быть маяком надежды среди тьмы. Соблюдая Ваши заповеди, я осознаю, что речь идет не о дистанцировании себя от мира, а о том, чтобы не отождествлять себя с его вредными ценностями и практиками. Помогите мне стать агентом трансформации, нести Твою любовь и истину, где бы я ни был. Пусть моя жизнь станет ярким свидетельством Твоей восстанавливающей силы. Вы должны позволить Ему направлять ваш путь. Ангелы утверждают, что Повелитель Смерти побывал в вашем районе, и это сообщение призвано защитить вас от этого плана. Бог говорит, что Он также благословит вашу семью, если вы пообещаете остаться до конца, и ничто вас не потревожит. Напишите 4343, чтобы гарантировать, что последняя фаза всех благословений начнет материализоваться, еще больше обогащая ваше путешествие. За каждый день, когда тебе пришлось проливать слезы, тебя будет ждать великая победа, мой любимый сын. Ты никогда не будешь одинок, просто скажи: «Бог рядом со мной». Комментирую сейчас: «Господь позаботится обо мне», и Бог начнет новый проект в твоей тракторной мастерской, где тебе больше никогда не придется сталкиваться с неудачами, сын мой. Если ты хочешь обрести покой и освободиться от этого бедствия, знай, что Святой Дух коснется твоего сердца и принесет счастье. Бог сказал, что даже если вы прошли через долину несправедливости, Он будет вашим защитником и будет защищать вас, пока вы правы и имеете веру. Ангелы указывают на то, что кто-то на вашей улице из зависти отозвался о вашем имени плохо, и вам необходимо принять решение. Повторите: «Да, сэр, я знаю, что потерпел неудачу, но сейчас я здесь, чтобы попросить прощения, чтобы я мог следовать новым путем прогресса». Бог поможет вам, если вы готовы жить в изобилии и достичь финансовой свободы в этом году.
Враг может попытаться проникнуть в вашу семью через человека, упомянутого в начале. Так что обязательно послушайте всех, иначе будет слишком поздно. Бог не оставит вас, поскольку есть только два варианта – жить жизнью, полной беспокойства, или жить среди великих богатств. Ангелы говорят, что ты должен доверять Божьему расчету, поскольку с этого момента все обретет смысл, сын мой. Бог хочет спасти ваших близких от смерти и великой иллюзии, потому что сегодня ночью что-то собирается окружить вас, и вы должны освободиться от этого, выразив свою любовь. Повторите сейчас: «Да, сэр, я благодарен за все в своей жизни, за свое здоровье, а также за то, что сегодня у меня появилась новая возможность». Переструктурируйте все свои проекты, и все, что вы потеряли в жизни из-за зависти, вернется в 2 раза больше, если у вас будет много веры. Напишите 4545, чтобы подтвердить, что вы – обетование Божие и что ничто, посланное врагом, не повлияет на вас, поскольку ваша вера сделает вас нерушимым. Бог сообщает, что если вы прислушаетесь к каждому посланию, ваша жизнь может стать очень комфортной. Ангелом было видение, в котором враг попытается войти в вашу жизнь и забрать кого-то очень важного. Поэтому очень важно обращать внимание на всех. Вас ждет множество благословений, и вы можете быть уверены, что среди всех испытаний вы не одиноки. Ангелы предупреждают, что враг что-то замышляет против вас, и крайне важно предпринять необходимые шаги для достижения значимого избавления. Бог устранит все негативные аспекты вашей жизни, такие как неудачи, страдания и болезни, потому что вы станете успешным человеком. Ангелы рекомендуют вам продолжать внимательно прислушиваться к этому сообщению каждую минуту, поскольку вот-вот произойдет нечто чудесное. Бог послал предупреждение о том, что в ближайшие дни произойдет великое финансовое чудо, которое может полностью изменить вашу реальность. Ангелы предупреждают, что вам следует быть осторожными с некоторыми людьми, поскольку в вашей жизни присутствовала зависть, и важно осознавать это, прежде чем произойдет что-то негативное. Прокомментируйте 5252, чтобы не оставить это сообщение в стороне, пока в вашем путешествии не произойдет что-то важное. Бог осветит все пути ваши, поэтому поставьте лайк и поделитесь этим сообщением во всех группах прямо сейчас. Аминь, сын мой. Все, с чем вы столкнулись в прошлом, станет примером того, как вы начнете реализовывать все свои мечты. Ангелы указывают на то, что с этого момента ваша жизнь начнется в позитивном ключе, что позволит вам ощутить истинную божественную благодать. Бог никогда не оставит тебя, но иногда ты немного отступаешь. Поэтому сейчас самое время полностью обновить свое сердце со своим Создателем. Бог обещает вам долгую жизнь, полную счастья и надежды. Грядет много чудес, и новая возможность трудоустройства терпеливо ждет, и вы увидите, как положение вас и вашей семьи начнет улучшаться. Ангелы предупреждают вас об определенных негативных влияниях на вашу жизнь, призывая вас позволить божественным целям руководить вашей жизнью. Напишите 5353, чтобы получить освобождение от каждого часа и опасности в вашей жизни. Сохраняйте мотивацию и размышляйте над божественными посланиями,
которые добавят надежды и настойчивости в вашу душу. Враг действует как опора в вашем несчастье. Крайне важно уйти, прежде чем ваши худшие желания сбудутся. Бог устранит неспособность, которую вы чувствуете прямо сейчас, предложив вам прекрасную возможность стать более реализованным человеком. Ангелы предостерегают вас от пустой траты времени и иллюзий. Люди пытаются притупить ваш блеск, и вам нужно задуматься о том, кто на самом деле на вашей стороне. Оставьте свою любовь, чтобы привлекать позитивные вещи и не совершать ошибок, которые поглощают вашу жизнь. Бог также расскажет вам шокирующую историю о человеке, о котором вы заботились, но который солгал и вызвал разногласия в своей семье. Если он вернется в вашу жизнь, вы можете столкнуться с трагедией. Участвуйте в этом освобождении, чтобы избежать его. Подтвердите 2424, чтобы не повторять одних и тех же ошибок. Не все дружеские отношения настоящие, поэтому вам придется открыть глаза и позволить всему злу уйти с вашего пути. Это послание направлено на то, чтобы спасти вас от смерти и улучшить отношения в вашей семье. Выберитесь из ловушек зла и испытайте великое освобождение, чтобы избежать худших последствий. Поделитесь сообщением, чтобы показать свою лояльность. Ангелы показывают, что смерть пытается приблизиться к вашей жизни. Станьте свидетелем освобождения, которое происходит. Оно уйдет в ближайшие несколько минут, чтобы избежать трагедии в ближайшие 3 часа. Бог хочет сделать вас новым человеком, забывшим прошлое и пережившим хорошие отношения и процветающее будущее в 2024 году. Поделитесь этим сообщением, чтобы проявить верность. Ангелы призывают вас проанализировать свои прошлые решения, поскольку они определят ваше настоящее и будущее. Посадка позитивных семян сегодня обеспечит значимое будущее. Размышляйте о своем пути, чтобы избежать проблем и сохранить свои благословения и спасения. Напишите 1515, чтобы удалить тень смерти из вашей жизни, стремясь ко всем упомянутым освобождениям. Пусть ваша семья будет защищена и безопасна, ведь этот мир жесток, полон греха и иллюзий, которые могут навредить вам, если вы примете неправильное решение. Я не хочу этого для тебя. Идите до конца, ведь Бог очень хочет видеть вас довольными, счастливыми и радостными. Он приготовил для вас нечто эксклюзивное, то, что вы получите, когда услышите полное послание. Я понимаю, что многие приходят домой после утомительного рабочего дня, но вся ваша энергия будет восстановлена, чтобы вы могли сегодня встретиться лицом к лицу с тем, что вас духовно унизило. Единственная надежда заключается в том, чтобы завершить это послание до того, как приблизится смерть, которая принесет неделю траура и неопределенности. Враг был на вашей стороне, а вы этого даже не заметили. Небесные существа желают поделиться с вами шокирующим откровением, прежде чем оно станет непоправимым. Вы можете попасться в ловушку иллюзии любви, но в конце концов обнаружите истинное счастье рядом с тем, кто лишь тянет вас к новой форме страдания. Бог желает освободить вас от сильной зависимости, которая ставит под угрозу ваше благополучие.
Ищите трансцендентное освобождение до того, как смерть окружит ваши самые заветные мечты. Оставьте код 2929, чтобы завтрашний день ознаменовал начало новой эры в вашем существовании. Просыпайтесь с благодарностью, потому что вот-вот откроется великая победа, которая принесет с собой географическую свободу и значительный уровень процветания. Враг пытается спровоцировать в вашей жизни болезни или финансовые кризисы. Единственный способ избежать этого – дистанцироваться от всего, что пытается вас унизить. Нажмите «Нравится» и внимательно дослушайте до конца, прежде чем произойдет что-то еще более важное. Согласно небесному видению, в ближайшие несколько часов в вашей жизни может случиться великая трагедия, удивившая всех окружающих. Дойти до конца этого сообщения – самый мудрый выбор. Откройте глаза на ложь, окружающую человечество. Не позволяйте критике повлиять на вас. Если необходимо, порвите связи с теми, кто причиняет вам вред. Завистливый дух пытается следовать за вами. На этого человека оказывают негативное влияние, чтобы сбить вас с толку. Дойдите до конца и станьте свидетелем монументального освобождения в своем путешествии. Введите код 3535, чтобы гарантировать, что вы и дальше будете испытывать многочисленные благословения в своей жизни. Шторм пройдет, и вы и ваша семья сможете насладиться полноценным общением. Не игнорируйте это сообщение, поскольку Бог приготовил для вас каскад благословений. Новая глава не за горами, и любые страдания будут мимолетными. Небесные существа предупреждают, что смерть следит за каждым вашим шагом. Обратите внимание, чтобы избежать жестокостей и неопределенностей, которые могут возникнуть. Позвольте этому сообщению внести позитив в вашу жизнь, независимо от того, один ли вы. Важно то, что это принесет мощное чувство надежды и подтвердит, что вы можете выздороветь. Небесные существа привносят в вашу жизнь волну позитива. Не позволяйте невзгодам превратить вас в тщеславного или эгоистичного человека. Сохраняйте свою честность и лояльность. Бог изливает благословение в вашу жизнь. Это послание будет мотивировать вас, показывая, что на вас это повлияет, но это приведет к великим и чудесным событиям. Эта неделя полна благоприятных и интригующих событий. Примите то, что здесь сказано, чтобы понять свои цели и восстановиться после утомительного дня. Бог проведет глубокую трансформацию в вашей жизни, постоянно принося хорошие новости. Делитесь с теми, кто был рядом с вами в ваших победах. Будьте благодарны за ежедневную пищу и за воздух, которым вы дышите. Вы станете благословенным человеком в общении. Это небольшое изменение приведет к положительным экономическим результатам, начиная с сегодняшнего дня. Никогда не расстраивайтесь и не расстраивайтесь, вас любят. Боже, властитель всего творения, в этот момент мы возносим к Тебе наше сердце, ища Твоего божественного присутствия, чтобы осветить и благословить тех, кто сейчас читает и принимает эти слова надежды и веры. Небесный Отец, наблюдай за теми, кто взывает о Твоей милости и защите, пусть свет Вашей божественной любви рассеет тени неуверенности и невзгод, прогоняя любое злое присутствие, которое пытается приблизиться к их жизни.
Укрепи, Господь, семейные узы, позволив Твоей любви стать нерушимым фундаментом, поддерживающим каждого члена. В этот момент размышления мы просим вас руководить каждым шагом тех, кто ищет истинного освобождения и обещанных вам благословений. Отец, пусть Твоя благодать будет присутствовать в их жизни, уводя их от искушений и давая им проницательность, позволяющую принимать мудрые и справедливые решения. Отец наш, сущий на небесах, да светится имя Твое. Да придет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам в сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Аминь. Радуйся, Мария, благодатная, Господь с тобою. Блаженна ты среди женщин, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных ныне и в час кончины нашей. Аминь. Господь, в Твоей бесконечной мудрости мы понимаем, что жизнь полна испытаний, но верим, что Твой свет проведет нас через все невзгоды. Пусть вера, надежда и любовь будут столпами, поддерживающими каждое сердце, ищущее Вашей милости. Пусть эта молитва послужит в этот момент источником вдохновения и силы, и пусть каждое сказанное слово будет отголоском Вашего обещания полноценной жизни и освобождения. Во имя Твое. Аминь.